Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели и телезрители, здравствуйте! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Вета Вишнякова. Наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын. А в нашей студии гость, главный врач Якутского республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями Республики Саха-Якутия Александра Золотарева. Александра Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня в нашу студию. Я рада вас видеть, рада с вами познакомиться. Мы выходим практически совсем после того, как прошел День борьбы со СПИДом. Он проходит 1 декабря. Возможно, мой первый вопрос будет о том, какие мероприятия прошли в Якутске, приуроченные к этой дате, и, может быть, городского масштаба или республиканского даже масштаба. Потому что говорить мы сегодня будем в ближайшие 20 минут о том, как оставаться здоровым, как беречь свое здоровье или как помочь себе, если вдруг какой-то вирус тебя настиг. Хорошо. Здравствуйте. Ежегодное мероприятие, которое мы проводим в канун 1 декабря, днем Международный день борьбы со СПИДом 1 декабря. И эта декада, она у нас не прошла, она еще идет и будет продолжаться еще эту неделю. Да. Мероприятия у нас обширные для того, чтобы обозначить проблему ВИЧ-инфекции, профилактику ВИЧ-инфекции и предупредить, в первую очередь население, что инфекция она есть, и что обезопасить именно себя, своих окружающих, и быть в этот день солидарен с теми пациентами, которые на сегодняшний день они у нас есть. В такие дни, в такую декаду борьбы и профилактики со СПИДом и другими инфекциями, обычно это гепатит, проводится возможность такая, предоставляется горожанам, чтобы они бесплатно прошли обследование и сдали анализ на ВИЧ бесплатно и анонимно. Да, на ВИЧ любой гражданин Российской Федерации может бесплатно сдать данный вид исследования, это иммуноферментный анализ на антитела к ВИЧ-инфекции. Это в эту декаду или вообще можно в любой день? В любой день в течение всего года. И желательно, чтобы хотя бы один раз в год нужно сдать и знать свой ВИЧ-статус. А тогда какие мероприятия проходят в декаду, которая посвящена дате 1 декабря? Именно к декаде мы проводим обширные скрининговые исследования на ВИЧ-инфекцию. То есть мы 3 дня выходили в торговый дом ТРК Туймада и с 12 до 7 вечера проводили экспресс-тесты на 5 инфекций. Это ВИЧ-инфекции, вирусный гепатит Б, С, на туберкулез и сифилис. И прошли, за все эти 3 дня прошли около 1000 человек, которые узнали, какая у них, скажем так, инфекция или отсутствие инфекции. Но экспресс-тесты — это на то и экспресс-тесты, что нужно их подтверждать обязательно. Если положительный результат вы получите, то с этим положительным результатом вы должны подойти или по месту прикрепления, если это вирусные гепатиты, и сдать на иммуноферментный анализ и ПЦР-исследование для того, чтобы уточнить, есть вирус или нет. А если по части ВИЧ-инфекции, вы можете к нам подойти в любой день и сдать на иммуноферментный анализ. Если будет, конечно, он положительный, мы дальше будем обследовать из той же порции крови, которую мы получили в тот же день. А экспресс-тест, это все равно кровь берется или по слюне как-то определяется? Это капиллярная кровь. Угу. Да. И тест у нас очень чувствительный, и 99% это чувствительность хорошая. А по прохождению этого мероприятия, когда вы сказали, 1000 человек прошли, какой процент людей был с положительным статусом? С положительным, отрадно, что с положительным статусом никого не было. Ой, как хорошо. Да, это очень радует, но было очень много положительных гепатитов Б и С.
которым мы рекомендовали дальше обследоваться. А ведь гепатиты Б и С, они даже считаются, либо наравне с ВИЧ-инфекцией, да, либо даже еще серьезнее, чем ВИЧ-инфекция. Да, дело в том, что это все-таки вирусная инфекция, и она клинически очень долго не проявляется, и она проявляется в виде появления каких-то симптомов заболевания, когда уже возникает уже продвинутая стадия заболевания. Вот, и гепатит С, чем он коварен? Он очень долго тихо сидит, так и говорят, да, что это тихий вирус, и он вызывает карциному печени. Вот. И сейчас национальный проект будет с 2025 года по скрининговому обследованию именно на гепатит С. То есть всех людей, которые проходят диспансеризацию, да, с 25 лет и старше, будем проверять на гепатит, на наличие антител на гепатит, и в последующем их ставить в федеральный регистр по гепатитам и лечить. Но опять же, да, если такой большой инкубационный период, можно и не найти, проверяя всех людей, то есть через какое-то время только проявится. Давайте, может быть, скажем нашим слушателям и зрителям, напомним о путях заражения, которые могут впоследствии привести к ВИЧ-инфекции и гепатитам. ВИЧ, если по отношению ВИЧ-инфекции, это две пути, да, это естественный или искусственный путь передачи, да, естественный это половой путь передачи, и когда передается мама ребенку, то есть вертикальный путь передачи, и искусственный это возможно при потреблении инъекционных наркотиков, то есть когда пользуются одним шприцом или одной какой-либо посудой. Также это при медицинских, парамедицинских услугах. Также это какие-то ритуальные вмешательства. Это искусственный, это татуаж, все виды татуажа, да, все виды косметических услуг, которые оказываются человеку. То есть если попадет, да, на поврежденную кожу или слизистые оболочки контаминированный, то есть зараженный биоматериал, то этот человек, у него есть риски заболеть ВИЧ-инфекцией и гепатитами. Это парентеральные гепатиты, это гепатит Б и гепатит С. Вот. В основном, если говорить о ВИЧ-инфекции, это в основном 90% передачи инфекции на сегодняшний день по России является половой путь передачи. Незащищенный секс. Да. И риски заражения увеличиваются, если у человека есть какие-то воспалительные заболевания или травмы какие-то в мочеполовой системе. Можно ли привести какие-то цифры, статистики, сколько людей в нашем городе болеют ВИЧ-инфекцией и больны СПИДом? Это же ведь разные, да, уже к стадии. Или, может быть, еще, если есть по гепатитам тоже, но гепатитов, наверное, много. Гепатитов много, достаточно много. Мы считаемся эндемичным районом, да, по гепатиту С, по гепатиту Б с дельта-агентом. То есть у нас больных на сегодняшний день гепатитом С более по регистру, да, более 6 тысяч человек, да, а с дельта-гепатитом более 2 тысяч, гепатитом Б еще больше, да, скажем, но с тенденцией того, что начали вакцинироваться от гепатита Б, ежегодно снижается количество больных вирусным гепатитом Б. Так страшно как-то инфицироваться, прививку делать от гепатита Б. Все равно же это в какой-то, дозе ты эту болезнь, этот вирус получаешь, когда делаешь прививку. Знаете как, если сравнить, да, того, что вероятность заболеть вирусным гепатитом при вакцинации и вероятность заболеть при каких-то
манипуляциях, скажем так, также при половом пути передачи и так далее, да, при любом пути передачи, это страшнее заболеть, чем предупредить. А вакцина, вот на сегодняшний день, по статистике, нету ни одного человека, кто бы заболел острым вирусным гепатитом после вакцинации. Это вот, как скажем так, тормозная радия, которая говорит о вреде вакцинации вообще в целом. А все инфекционные заболевания, мы можем их ликвидировать или как-то держать на контроле только путем вакцинации. А вот вакцина насколько работает? Как часто ее нужно ставить? Вакцинируют всех детей после рождения. Потом получают ревакцинацию, и в зависимости там по календарю прививок получают дети, и в зависимости от антител, которые имеются после вакцинации, при снижении, то если необходимо, то ревакцинируются. Но это про детей, а... И взрослых то же самое, да. И все медицинские работники, все те, которые декретированы, также сантехнические работники, да, которые работают у нас в узлах, скажем. Значит, так. У вас стоит такая да, прививка? Да, конечно. А она вот ее ставишь прививку, потом ревакцинация, и потом уже все, ты больше ее не ставишь. Да, она получается как бы один раз в жизни. Да, есть. И мы ежегодно проверяем свой титр антител. Если титр антител снижается ниже порога, то мы получаем прививку. А вот вы сказали, что больше все-таки процент это передача половым путем, да, вот этих вот инфекций. Наверное, потому что все-таки в медицине сейчас одноразовые, да, вот при татуаж там тоже одноразовые используются, и, в общем-то, при тебе мастер должен это скрывать, либо ты уже на доверии, зная мастера, идешь. А все-таки незащищенный половой контакт, он, наверное, чаще происходит. Да, самый распространенный путь, как я еще говорила, это половой путь на сегодняшний день, путь передачи всех заболеваний, которые на сегодняшний день есть. ВИЧ-инфекция, это точно. Презерватив может защитить, он дает 100% гарантию. Да, если при правильном его использовании, конечно. Если у человека все-таки состоялся какой-то, да, такой, вот, чувствует, что он рискнул, какой-то такой контакт, связанный с риском, как быстро ему нужно прийти и сдать анализы, убедиться, что он здоров? Для того, чтобы, если такое случается, да, нужно сразу, если человек не уверен в своем половом партнере, бывает такое, да, если нужно сразу сдать анализ на ВИЧ-инфекцию, узнать свой ВИЧ-статус. А сразу через какое время? Сразу можно сдать, например, на следующий день. И уже будет результат, покажет уже? Покажет, какой у него на сегодняшний день статус, то есть он ВИЧ-инфицированный или нет. Потом последующим через 3 месяца повторно сдает, потом через 6 месяцев и еще через 6 месяцев, и получается 1 календарный год. Человек после такого рискового своего, скажем так, поведения, он должен наблюдаться и сдавать на ВИЧ-инфекцию. Такой большой инкубационный период этого вируса. Так долго можно не знать. Да, увы, это 3-4 недели, самый короткий срок, да, с момента заражения, 3 месяца и до 6 месяцев, и в редких случаях это 1 год. 1 год. Но за это время, допустим, человек может еще вступать в какие-то контакты незащищенные, и не зная того, что он носитель, он может заразить еще других людей. Да. И также это и гепатит, и также это и ВИЧ-инфекция. Да, правильно. А какая помощь оказывается? Вообще сколько людей таких у нас, которые болеют ВИЧ-инфекцией? Гепатитами много, да, наверное, большая сумма, цифра даже, наверное, называть ее страшно. ВИЧ-инфекции, которые болеют СПИДом, сколько таких людей в нашем городе? И какая помощь им оказывается? И как их жизнь протекает? Что в их жизни происходит? Что меняется? Давайте определимся, что такое ВИЧ-инфекция и СПИД. Да? Для начала. ВИЧ-инфекция – это хроническое инфекционное заболевание, которое вызывается вирусом иммунодефицита человека. Поражает иммунную систему и развивает СПИД,
то есть синдром приобретенного иммунодефицита. Это, если так словами обычными сказать, это вот последняя стадия ВИЧ-инфекции. Это если не лечить, да? Это если человек не получает антиретровирусную терапию, переходит в стадию СПИД, которая приводит, увы, к гибели инфицированного человека. Да. И какая помощь таким людям оказывается, которые вот еще ВИЧ-инфекцию, но они пришли, да, ВИЧ-инфицированные, они пришли вовремя, и они получают какое-то, да? Угу. И те, которые уже заболели СПИДом, наверное, уже им сложно помочь? Ну, ввиду того, что все-таки мы их лечим, да, и в стадии СПИД, переход в стадию СПИД бывает очень редко сейчас, ввиду того, что имеется специфическая терапия. Это так называемая антиретровирусная терапия, которая направлена на снижение размножения вообще вируса человека, поддержание иммунного статуса человека, чтобы человек безопасно мог жить. Вот. И если человек постоянно принимает нашу терапию, вирусная нагрузка снижается до нуля, то есть она становится неопределяемой, и тогда вот этот человек, инфицированным ВИЧ-инфекцией, он может не передавать эту инфекцию. То есть если такое случается, да, нужно приходить к нам, в наш центр. Мы вам поможем не только в лечебной части, да, у нас есть медицинские психологи, социальные работники, мы даже оказываем юридическую помощь. То есть все вопросы, которые возникают, и все трудности, которые возникают в связи с тем, что у них появился ВИЧ-положительный статус, мы все мероприятия проводим в стенах нашего центра. И в любом случае, да, мы своих пациентов поддерживаем, мы им активно помогаем во всех направлениях, это не только по части лечения, да, но и сопровождаем их по жизни. Вот. И самое важное тогда, если у него случился такой контакт рискованный, да, прийти быстрее, как можно быстрее. Если вдруг у него будет положительный статус, ВИЧ положительный, то чем раньше он начнет лечение, тем жизнь его может меньше поменяться, да, и он может, в общем-то, проходя лечение и как быть с человеком, у которого ВИЧ-статус отрицательный, да, и не передавать дальше эту инфекцию. Да, верно, потому что сейчас самый возрастной наш пациент по России, да, это 96-летний мужчина, который находится на антиретровирусной терапии. То есть, если человек принимает, да, соблюдает все рекомендации, да, врача, принимает постоянно наши препараты, то никаких ограничений, да, вот по жизнедеятельности у этого человека не возникает. А препаратов много нужно принимать? Если ранее они принимали горсть таблеток, да, 6-7 таблеток, то сейчас они принимают 1 таблетку в день практически. То есть это комбинированные препараты. Давайте тогда напомним, как нужно себя защищать, то есть исключать случайные половые контакты. Если такие происходят, то нужно предохраняться. При манипуляциях, если это речь о татуаже, да, если речь о маникюре, о педикюре, то нужно, чтобы мастер при тебе, да, разворачивал все инструменты, или ты должен быть уверен в том, что... Да, если вы получаете какие-то услуги косметические, да, вы должны в первую очередь посмотреть лицензию, имеется ли лицензия на данный вид услуги, да, во-первых. Потом квалификацию этого мастера вы должны видеть, потому что они должны иметь медицинское образование. Также при вас она должна менять перчатки, обрабатывать перчатки, и также все, чем она пользуется, должно быть одноразовыми, вплоть до, скажем так, откуда они краски берут. Да. Спасибо вам большое. Для наших слушателей и зрителей сейчас есть ролик. Спасибо. Если у вас положительный ВИЧ, первое, что необходимо сделать, обратиться в наш СПИД-центр, Центр профилактики и борьбы со СПИДом. Встать на учет.
В нашей стране лекарства, медицинские процедуры и лечение людей, живущих с ВИЧ, полностью бесплатны. Жизненно важно регулярно посещать врача в СПИД-центре, выполнять его рекомендации. Врач будет контролировать течение заболевания. Нужно постоянно принимать лекарственные препараты, прописанные доктором. Запомните, ВИЧ – заболевание не смертельное, а хроническое. Им может заболеть каждый, вне зависимости от возраста. Вы всегда можете обратиться за помощью в наш... Дорогие друзья, мы продолжаем. Мы снова в прямом эфире. Говорить ближайшие 18 минут мы будем на тему жилищно-коммунальных условий. Поэтому в нашей студии начальник отдела сопровождения лиц социальной поддержки, мир социальной поддержки, агентства субсидий. Все верно? Все верно. Добрый день. Майя Протопопова. Майя, здравствуйте. Спасибо, что вы нашли время, пришли в нашу студию. Ну, тема ЖКХ – это всегда связано с каким-то недовольством, да, всегда не совсем все так, как хотелось бы нам, квартировладельцам. Но, стало быть, тема субсидий – это все-таки про хорошие новости больше. Давайте, может быть, начнем с того, что такое субсидии, и потом уже продолжим говорить о том, кому они предоставляются, как их оформлять и какие изменения произошли в законе о субсидиях. Да, субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг – это компенсация части стоимости за ЖКУ. Она работает так: вы платите за ЖКУ каждый месяц, а государство вам возмещает часть этих денег. Она положена тем, кто тратит на ЖКУ больше определенной нормы. Это выглядит так: каждый месяц вы оплачиваете, а потом государство какую-то часть вам возвращает. Право на субсидии имеется как и у семьи, так и у одиноко проживающего человека. И иностранцы также могут обратиться за субсидией, если такое право предусмотрено международным договором Российской Федерации, например, белорусы или киргизы. И для многоквартирных домов мы возмещаем часть от жилищных услуг, это то есть техническое обслуживание, уборка двора, подъезда, и коммунальные услуги, это то, что предоставляет ресурсоснабжающие организации, то есть это отопление, горячее, холодное водоснабжение, канализация, газоснабжение. И также для частных домов туда тоже входит отопление газом, может также отопление дровами, углем, либо электроотопление, центральное отопление также входит, водоснабжение, подвоз воды. Если вы заготавливаете воду сами, подвозите лед или воду, также возмещается электроснабжение и твердокоммунальные отходы. А субсидия – это льгота? Нет, немножко неверно. Это субсидия все-таки, часть затрат, которые вам субсидируются наперед. О том, как оформить субсидию, есть ли какое-то время более благоприятное для этой процедуры, как подать заявку? Да, благоприятного времени такого нет, но право на субсидию скорее зависит от неопределенного дохода семьи, да, а от части дохода, который они тратят на коммуналку. Для этого используется такое определение, это доля допустимых расходов на оплату ЖКУ. Она показывает, сколько процентов от общего дохода семьи семья тратит на ЖКУ. В Якутии право на субсидию появляется, если на ЖКУ семья тратит более 15% своего общего дохода. Не только заявителя, а общего дохода всей семьи. Например, если общий доход семьи составляет 50 тысяч, допустим, да, 15% это составляет 7500 рублей. А за коммунальные услуги он оплачивает 9000 рублей. То есть эту разницу 1500 уже будет возмещать государство. Я хочу нашим слушателям и зрителям напомнить, что мы в прямом эфире, и говорить мы сегодня будем продолжать о субсидиях, тема жилищно-коммунального хозяйства, жилищно-коммунальных услуг. Возможно, у вас есть вопросы 32 0066 и 32 1166, телефоны прямого эфира. Майя, расскажите, что еще интересного в этой теме, потому что я не очень сильна в плане того, как глубже ее раскрыть. Помогите мне, пожалуйста. Я расскажу про документы, которые необходимо предоставить. Для этого потребуется ваш паспорт и также реквизиты всех документов ваших членов семьи, с кем вы зарегистрированы, и ваших членов семьи. Также нужны будут платежные документы за ЖКУ, то есть то, что вы оплачиваете, все квитанции, чеки, и банковские реквизиты, куда вам перечислять эту сумму.
Это все можно оформить через личный кабинет, госуслуги, или нужно куда-то подходить? Можно оформить через госуслуги, через портал госуслуги, либо обратиться в центры «Мои документы». В центрах «Мои документы» также могут вам помочь оформить через госуслуги, либо принять уже обращение в бумажном виде. Вот вы сказали, там субсидия может составлять 1500, да? Это как сумма варьируется? Это вот самая маленькая сумма? Какая самая большая? Знаете, самая маленькая сумма у нас в практике встречается даже и 1 рубль. То есть это зависит от совокупного дохода семьи и от стоимости оплаты за ЖКУ. Если она высокая, а доходы у вас низкие, то да, конечно, у вас субсидия будет побольше. От 1 рубля и там, и выше, конечно. Просто столько всего собирать, хотелось бы как-то, чтобы это была более такая ощутимая сумма. У нас есть звонок слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, это село Ковядь, инвалид, старик, пенсионер. А как вас зовут? Дьяконов Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич, слушаем вас. Я 3 года в городе был, я здесь, в деревне живу. И у меня раньше субсидии я платил, а сейчас на субсидии стал, и мне как сказать-то, не было этого за газ платить. Раньше же не платил, в городе был, вот поэтому меня сказали, что нет этого талонов, этого оплаты. То есть пока вы были в городе, вы не платили там у себя дома в районе за газ и хотели потом, чтобы эту сумму, как-то вам возместили? Так? Да, я бы хотела сказать, что одним из важных условий это отсутствие судебной задолженности. То есть субсидия, она предоставляется по оплаченным уже видам ЖКУ. Если у вас не оплачен газ, то, к сожалению, возможен отказ. Но для более детального разбирательства, чтобы посмотреть ваше обращение, я рекомендую вам обратиться по нашему номеру телефона 8 800 222 50 70, либо написать нам обращение. Мы уже откроем вашу заявку и более подробно посмотрим. То есть это всегда после того, как уже счета закрыты, когда оплата произведена, потом уже как-то это рассматривается. Заранее нельзя, да? Да, потому что учитываются все доходы семьи за предшествующие 6 месяцев, и также оплата за тоже предшествующие 6 месяцев в месяц подачи заявления. То есть, если обращаетесь вот сейчас, до 15 декабря, то необходимо предоставить документы, получается, с мая по октябрь. А если обращаетесь после 15 декабря, то с июня по ноябрь. Сергею Сергеевичу спасибо за звонок и за внимание. Еще раз напомню, телефоны 32 0066, 32 11 66. Надеюсь, на его вопрос мы ответили. Пожалуйста, продолжайте. Да, вот я расскажу, что включается в совокупный доход семьи. Это все доходы зарегистрированных вместе заявителем всех граждан и также членов семьи, даже если он не зарегистрирован. Если ваш супруг или родители зарегистрирован, не родители, супруг или дети, работоспособные, зарегистрированы по другому адресу, то все равно совокупный доход учитывается. То есть если получаете стипендию, пенсию, пособие, алименты, эти все доходы будут учитываться. А родители почему не, как вот вы сказали? Если вместе зарегистрированы, то да, трудоспособные. То есть можно жить, 2 семьи по разным живут адресам, но это все суммируется и все равно будет предоставляться субсидия. Да, к членам семьи относятся супруг, супруга и дети. А родители это уже другая семья будет? Родители другая семья. Но если зарегистрированы вместе, то их доходы также будут если они прописаны в одном месте. Если, зарегистрированы по месту жительства вместе, то да. Если подадут заявление с 1 по 15 число месяца, субсидия будет предоставляться с 1 числа этого месяца. А если после 15 будет, с 16 декабря, например, подадут на субсидию, то субсидия будет предоставляться с 1 числа следующего месяца. А самая большая субсидия вообще сколько может быть составлять? Зависит по-разному. Есть и по 9 тысяч, разные. Но в среднем где-то 1900 рублей. Это среднее. А как часто люди подают на субсидию? Хорошо ли они понимают, что, вот, допустим, им можно посчитать, посмотреть и претендовать?
Информированы хорошо у нас горожане наши. Да, мы всегда публикуем наши посты в социальных сетях, на нашем сайте вся информация есть. На субсидию назначается на 6 месяцев вперед, но у нас произошли такие большие изменения, то есть для тех граждан, у кого срок назначения вышел после 1 сентября, им нет необходимости подавать заявление снова. То есть мы самостоятельно, агентство субсидий самостоятельно будет рассматривать их документы. Если чего-то не будет хватать, то мы обязательно свяжемся с гражданами, запросим недостающие документы и продлим самостоятельно. То есть обращаться не требуется. Но если вы в первый раз обращаетесь, то да, через госуслуги или через центр «Мои документы». Либо если у вас произошел перерыв, да, допустим, вы получали в прошлом году, потом у вас случился перерыв, и нужно обратиться, это как вновь тоже будет новое заявление, нужно будет подать его. Но при этом продление, да, автоматическое продление, оно возникает в случае, если у вас не изменились какие-то данные, то есть нет новых зарегистрированных членов семьи, или в случае расторжения или регистрации брака, да, если есть такие изменения, то нужно будет подтвердить документами. Ну, агентство субсидий всегда будет связываться. Наши слушатели и зрители просят повторить, назвать телефон, куда обращаться. Да, у нас контакт-центр, у нас бесплатный номер телефона 8 800 222 50 70. Вот, например, если кто-то вообще никогда не подавал на субсидию, да, вообще с этим не сталкивался. Вот, допустим, сейчас кто-то смотрит, я, например, тоже никогда не подавала. Вот прям совсем с азов, если, да, это тогда человек садится, записывает свой доход, да, Верно. Доход всех членов своей семьи, считает, сколько процентов он отдает общий доход и сколько процентов семья отдает на коммунальные услуги, да? Да, все верно. И вот если оплата за коммунальные услуги превышает 15% от вашего общего дохода, то вот эту разницу возместит государство. Вот следующий шаг, вот, допустим, превышает, да, например, 16%, да, тогда он что делает? Он пишет заявление или идет сразу, вот, допустим, в агентство субсидий или там через госуслуги, но кому-то проще прийти, ведь не все хорошо разбираются, да? Да, для этого можно обратиться в центры «Мои документы», в любой из центров «Мои документы», либо вот через портал госуслуги. Просто подходишь и говоришь, вот такая-то... Надо, наверное, еще справку взять у каждого члена, да, семьи о зарплате. Нет, все сведения мы будем запрашивать самостоятельно. Это вы сами делаете? Да, кроме сведений о доходах, мы запрашиваем сведения также о количестве зарегистрированных в жилом помещении. Только подать заявку. Все, я посчитал, вижу, что больше плачу. Хочу подать заявку, пришел в «Мои документы». Да, ну и еще одно условие, вы должны быть обязательно быть собственником, либо по договору социального найма, проживать в этом помещении, по которому обращаетесь. Хорошо, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Афанасий Иванович. Да, Афанасий Иванович, слушаем. У меня вопрос. Если дети проживают отдельно, единственные родители проживают тоже отдельно, когда он оплачивает квартплату там и там, то это субсидия будет считаться? Субсидия... Да, здравствуйте. Субсидия будет считаться по месту вашей регистрации. И доходы будут браться те члены семьи, совместно зарегистрированы по этому адресу. А также все ваши члены семьи. Например, если у вас есть дети-студенты, то тоже их доход будет учитываться, стипендия. Но они должны жить в одном месте все. В одной квартире? Не обязательно. То есть дети, если даже живут в другом месте, но прописаны, да? Прописаны должны быть в одном месте? Нет, не обязательно. Это же место регистрации также не имеет значения, но если это ваш член семьи, например, супруг, да, или супруга зарегистрированы по другому адресу, но они все равно являются вашим членом семьи. Да, их доходы будут учитываться. И если член семьи не работает и при этом не состоит на учете в органах занятости, тогда также может быть, к сожалению, отказано. Это должен быть работающий человек? Обязательно, да.
То есть без оснований не работать, просто получать субсидии, такое нет, не получится. Вот эта информация про субсидии, она может быть полезна для тех, кто живет в приватизированном, да, жилье, для Право тех, кто собственности должно быть, не приватизированное жилье тоже, да? по договору социального найма, Да, да. по договору социального найма. А еще для кого вот вы в самом начале назвали, кому эти субсидии могут быть предоставляться жителям, да, вы сказали? Да, у кого других- есть международные договора, да, с Российской Федерацией. Но они же то есть могут это жить белорусы, именно киргизы. снимать квартиры, не являться ни собственником, Ну, ни... тогда будет не положена субсидия. Должен быть обязательно собственность, либо договор социального найма. Хорошо, у нас остается немного времени до конца эфира. Может быть, я что-то не спросила. У вас есть еще какая-то информация полезная для наших слушателей и зрителей? Ну, я бы хотела сказать наиболее частые причины отказа от назначения субсидий, да. В основном это когда расходы на оплату жилого помещения не превышают величину вот соответствующей максимально допустимой доли, то есть не превышают 15%, да. Либо обращаются не по месту регистрации, такое тоже бывают отказы. Также бывает, что направляют заявление раньше срока, например, да, но сейчас мы уже будем самостоятельно продлевать, поэтому я обращаюсь к гражданам, чтобы у кого назначена субсидия и выходит срок в ноябре, в декабре, то вам нет необходимости повторно подавать заявление. С вами обязательно свяжутся. Также решение будет направлено в личный кабинет госуслуг, даже если вы там не подавали обращение. Ну, так-то, в принципе, схема не очень сложная. Если ты сел, посчитал, да, чувствуешь, что платишь больше, чем 15%, ты идешь в МФЦ, да, мои документы, просто туда подаешь свое заявление, а дальше там уже, наверное, как-то по нарастающей, там тебе либо скажут, куда обратиться, либо как-то уже проинформируют. Мы обязательно проинформируем. Если каких-то документов не будет доставать, да, не хватать, то мы обязательно свяжемся с заявителями. В принципе, человеку достаточно указать, просто подать заявление, указать свои контакты, и потом ваши специалисты уже выходят и дальше его информируют. Если нет отказа, то он дальше может уже как-то продвигаться к субсидии. Если у вас положительное поближе. решение, то ожидайте поступления денежных средств до 10 числа ежемесячно. Хорошо, спасибо. У нас остается минута до конца эфира. Может быть, у вас есть какие-то пожелания к вашим потенциальным клиентам, тем, кто к вам еще не обращался, но может обратиться. Да, я бы хотела вас, да, мы всем направили СМС-сообщение, у кого срок подходил, у кого срок назначения субсидии вышел после 1 сентября. Поэтому, это уже ваша база данных, да, клиентская? Да, поэтому если вы получили такое сообщение, то не думайте, это не фейк, это действительно правда, мы будем автоматически продлевать субсидии. Да, сейчас важно очень быть на стороже, потому что очень активизируются, да, активничают мошенники, поэтому, да, важно все как-то проверять и прозванивать. Хорошо, что предупредили. Дорогие друзья, благодарю вас за внимание, за то, что были сегодня вместе с нами в этом часе, и, надеюсь, сегодня было много полезной информации, которая пригодится каждому из нас. Всем хорошего вечера.